Льготные тарифы на электроэнергию установили для 28 населенных пунктов республики. Решение принято сегодня на сессии Государственного совета. Речь идет о территориях, которые не связаны с единой энергетической системой. Поставка электроэнергии в таких местах осуществляется с помощью дизельных генераторов. С 1 января этого года для них установлен новый тариф, в 11 раз превышающий прежние цифры. Для того, чтобы уберечь население от огромных платежек, просчитывались разные варианты, вплоть до переселения граждан или присоединения их к централизованному отоплению. И все же оптимальным решением оказалось введение льготных тарифов. Необходимый объем субсидирования – 365 миллионов рублей в год. На сессии коммунист Виктор Воробьев обвинил власти Коми в неэффективной работе с федеральным центром в части выделения средств из федерального бюджета на меры господдержки жителей республики в связи с ростом тарифов. Анна Тюрнина ответила фактами и цифрами. Для примера, расходы Архангельской области на компенсацию выпадающих доходов в этой части категории потребителей составляют 1,5 миллиарда рублей. Более того, я бы хотела обратить ваше внимание на те тарифы и те затраты, которые несут потребители Архангельской области. Потребители Архангельской области платят за электрическую энергию в децентрализованных зонах порядка 7 рублей за киловатт в час. В то время как для наших потребителей в изолированных децентрализованных зонах мы предусмотрели тарифы на электрическую энергию на уровне тарифов, которые присоединены к централизованному электроснабжению. Это порядка 3 рублей за киловатт-час. Кроме того, я бы хотела обратить ваше внимание на те затраты, которые несут ресурсоснабжающие организации в поставке ресурсов в соответствующие децентрализованные зоны. Для сравнения, экономически обоснованный тариф там составляет 70 рублей. У нас он составляет порядка 36 рублей за киловатт-час. Кроме того, я бы хотела обратить ваше внимание, уважаемые депутаты, что Коми коммунальные технологии проводит достаточно большую плодотворную работу, которая направлена на повышение эффективности в зонах децентрализованного теплоснабжения. Для примера, электроснабжения, для примера я бы хотела вам привести Габово в Усть-Куломском районе, где, например, у нас были установлены батареи и аккумуляторы, которые позволили повысить эффективность работы оборудования и обеспечили круглосуточный режим поставки электроэнергии. Поэтому прежде чем рассуждать о каких-то вопросах, нужно познать их глубину, а потом уже оценивать. Законопроект, вынесенный на голосование, получил поддержку парламентариев. Единогласно депутаты приняли закон о статусе столицы Коми. Над ним работали полгода.